Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Вспомним несколько аятов из суры Саба. Номер суры у нас 34, страница 430, аяты с 15 и ниже. Аллах говорит: А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهما بين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. Всевышний в этой суре, которая также называется Саба, описывает явление в жизни народа, жившим на юге Аравии, где находится современная страна Йемен. Там было большое мощное государство, называлось Саба. И Аллах говорит: «Лакад кана ли сабаин фи масканим ая». Для жителей Саба в их месте жительства было ая, знамение, символ, знак, пища для размышлений. В чем это выражалось? Джаннатан, то, что у них было два сада, два огромных сада, айяминин ва шималь, с правой и с левой стороны. Вообще-то эта территория такая пустынная, но по милости Аллаха Субхану ва Тааля они научились делать плотины, создать систему орошения, и у них хорошо шло развитие сельского хозяйства, потому что территория такая теплая и есть вода, и вот они имели такие возможности. И Аллах им сказал: «Кулю мир ризки раббикум», кушайте из благ Господа вашего, «Вашкуру ляху», и будьте Ему благодарными. Ну, он им напрямую не сказал, конечно, наверное, через пророка определенного сказал. Бальдатун тайиба — это прекрасная страна, ва раббун гафур, и хозяин, Господь, Аллаху Тааля, прощающий. Почему именно здесь упоминается прощающий? Аллаху а'лям. Аллах лучше знает,
Мы только предполагаем. Здесь есть такой намек, что если ты живешь в богатстве, успехе, счастье, не надо думать, что ты такой вот хороший, это заслужил. Надо принимать это как милость Аллаха, как подарок от Всевышнего, и признаваться, что у тебя есть недостатки, ошибки. Не надо считать вот себя таким избранным, каким-то особенным. Бальдатун тайиба – это хорошая страна, хороший город, хорошие условия жизни, но надо помнить, кто хозяин этого всего. Раббун гафур, прощающий Господь, и чаще больше надо просить у Аллаха прощения. Благодарить Его, конечно же, в том числе. Фаараду, но они отвернулись от этого Божьего приказа. Аллах им сказал: шкуруля, будьте благодарными. Стагфиру, просите прощения. Но они посчитали, что это они такие умные. Создали систему, порядок, все это их достижение. Фаараду, и они отвернулись от Божьих приказов. Фаарсальна алейхим сейл аль-арим, и мы отправили им сейль. Сейль это, да, это сель, да, сель. Отправили к ним сель, и эта плотина прорвалась. Уже она не смогла держать воду, и они не смогли заниматься сельским хозяйством, как раньше. «Уабаддальнахум биджаннатайни», и эти два прекрасных сада заменили джаннатайни, двумя садами, даватай укулин хамт, в которых уже не было прекрасных таких плодовитых растений, мелочь какая-то была там, то все простые какие-то травы, простые растения, не такие ценные, как были прежде, и такой обильности, красоты, зелени поменьше стало. Так вот, Аллах Тааля посадил их на свое место. Не забывайте, кто хозяин, не высокомерничайте, не возноситесь и так далее. «Залика джазайнахум бима кафару». Так мы им воздали за то, что они были неблагодарными. «Вахаль нуджази илля кафур». А неужели мы воздаем кому-то, кроме как неблагодарным? Конечно же нет. Если человек благодарный, Аллах наоборот говорит: «Валяин шакартум лязиданнакум». Если будете благодарными, мы еще больше дадим. И это мы видим из практики, из жизни, да? Если тебе одну конфету дадут, скажешь спасибо, другой раз 3 конфеты дадут. Да? Это люди. А что говорить об Аллахе Джалля Джалялю, могучем и великом, и всесильном, и абсолютно богатым? Вот, и мы с вами, в принципе, альхамдулилля раббил алямин, как вот это саба, да, живем в хороших условиях. Сытость есть, спокойствие есть, благодать есть, поэтому надо Всевышнего благодарить. Ну, саба для нас, конечно, не очень понятно, это для жителей Мекки понятно было, для жителей Аравии, они знали эти истории, путешествовали, потому что зимой в Йемен, летом в Сирию, торговлей занимались, все это видели, все это слышали. Нам это просто как теория. Но мы можем вернуться несколько десятилетий назад, например, 30-50 лет назад, и вспомнить про СССР, да, тоже большое, сильное, мощное государство было. 1/6 часть суши во власти была, жили хорошо, но говорили: мы этого достигли. Мы можем, 5-летка, 10-летка, туда-сюда, Бога нет, религия опиум для народа и так далее и тому подобное. И пришел Сейль аль-Арим, перестройка пришла, и все смыло, все смыло.
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا. И Аллах не оставил их голодными, холодными. Мы, говорит, создали условия, чтобы между этим государством Саба и между поселками или поселениями, где есть баракат, где есть благодать, была возможность движений, пути, чтобы они привозили оттуда товары и жили более-менее нормально. Вот как сейчас, например, санкции, с одной стороны закрыли, но с другой стороны дорога открылась на восток, да? وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرِ. Мы открыли дороги для путешествий. Сиру фиха, ходите по этим дорогам. Лаялиян, по ночам, ва айяман, и днем, аминин, и чувств безопасности, спокойствия. Вот здесь интересно, Аллах упоминает, сначала говорит лаяли, потом говорит айям, по ночам и днем. Ну, кто дальнобойщики, они знают, они стараются ночью ездить. Ночью меньше жары, меньше пробок в дорогах. Вот. Ночью двигаться удобнее. И здесь Аллах на это намекает тоже. Факалю, и имея это, и они еще, как мы понимаем из контекста Корана, жили отдельными кланами, одно племя, другое племя, и между собой вот конкурировали в этих экономических вещах. Одни хотели себе все присвоить, монополию иметь и так далее. Факалю, и сказали: «Раббана ба'ид байна асфарина». О Аллах, сделай так, чтобы путешествия наши, эти дороги были далекими, чтобы нам только досталось, другим меньше досталось. «Вазаламу анфусахум», и они самих себя этим самым обидели, сами свои права ущемили. «Ваджальнахум ахадиса ва маззакнахум кулля мумаззак», и мы превратили их в историю, ахадиф, рассказ о них. От этого огромного, мощного государства Саба осталось только исторические упоминания. «Ва маззакнахум кулля мумаззак», и мы разделили их кулля мумаззак, насколько можно разделить. Уже они не смогли здесь жить, на этой территории. Кто поехал туда, кто сюда, разъехались в разные стороны. Инна фи залика ла аят, в этом есть много аятов, много пищи для размышления, много знамений. Ликулли саббар, для всяких терпеливых, шакур, для всяких благодарных. Поэтому дай Аллах нам то, что мы имеем, осознавать, откуда это. И понимать, кто мы и кто Он. И, конечно же, просить прощения и быть благодарными. Не стараться монополизировать все под себя. Потому что рано или поздно все Аллах заберет, ни с чем останется. Тот, кто только мне говорит. Как вот эти народы Саба. И дай Аллах, конечно, быть благодарными. Джалля джалялуху, Аллаху джалля джалялуху. Аллахумма джальна من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد.